То, что касается маршруток, здесь нужно понимать, что это именно те объекты, которые несут в себе наибольший риск распространения инфекции. Здесь нужно с пониманием отнестись. То, что касается рынков, то же самое. Рынки могут спровоцировать очень большое скопление людей и, соответственно, распространение инфекции. Поэтому работа рынков, она сдвинута на последние этапы. Но я еще раз говорю, что, допустим, рынки в части продовольственных товаров, там ограничений нету, они работают. Здесь, понимаете, здесь еще важно, мы будем смотреть, насколько дисциплинированность и ответственность самих субъектов предпринимательства и граждан. Здесь очень важно этот момент, потому что для решения этой задачи, этой проблемы, усилий только лишь государства и государственных органов недостаточно. Очень важно ответственность, самосознание, дисциплинированность наших граждан и наших предпринимателей. Если будут при возобновлении этих видов деятельности, там установлен ряд санитарных норм. Каждое предприятие должно иметь определенный запас дезинфицирующих средств. Оно должно проводить дезинфекцию как минимум 2 раза в день. Мониторить и контролировать своих работников на предмет их физического состояния, нет ли симптомов болезни. При организации работы стараться соблюдать дистанцию 1,5–2 метра. Если действительно все дружно подойдут ответственно и будут соблюдать все эти правила, то мы намного быстрее войдем в обычный ритм жизни и намного быстрее мы возобновим все виды деятельности.